нас сегодня проходит уличный экзамен водителей. Мешать водительского не будем, но я вас попрошу подойти к машине буквально на 5 минут. Давайте представим себе такую ситуацию, что произошло дорожно-транспортное происшествие, сбило пешехода, и у него произошла травматическая ампутация стопы на правой нижней конечности. Мы наблюдаем, визуализируем артериальное кровотечение, которое ближе к контаминирующей. Что мы предприняли, чтобы оказать этому пострадавшему первую помощь за приезда скорой медицинской помощи? Что вот можно ему сделать? Передать. А какие признаки должны быть правильно наложенного жгута и остановки артериального кровотечения? Признаки, что вы сделали все правильно. Самое главное, что должно произойти? Как мы это поймем? Должно остановиться кровотечение, да, правильно? Также должна побледнеть конечность и должен отсутствовать пульс ниже места наложения жгута. Спасибо вам большое, задание вы справились. На 4 с большим-большим плюсом. Спасибо большое. Городской ГАИ, капитан полиции Станкевич. У нас сегодня проходит профилактическое мероприятие. Дело в том, что в воскресенье Международный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. И эта неделя полностью посвящена этому дню, поэтому хочу вас пригласить пройти, экзамен по медицине. Буквально 3 минуты. Представим себе такую ситуацию, что сегодня 1 января, естественно, вы отпраздновали Новый год, немножко выпили и решили за рулем не ехать. Конечно же, вызвали такси, чтобы поехать к своему другу, отпраздновать этот замечательный праздник. Но, к сожалению, не все водители знают, что за руль необходимо садиться трезвым. Вы едете с водителем такси, и вот какой-то водитель, нарушив жизненные законы, выехал за рулем, не справился с рулевым управлением и совершил ДТП, столкновение двух автомобилей, в котором находились вы. Но вы-то человек сознательный, понимаете, что пристегиваться нужно, всегда обязательно. Но водитель такси почему-то не пристегнулся, и случилось так, что он животом и грудной клеткой ударился о рулевую колонку. После удара ему стало плохо, он побледнел, у него резкая слабость, холодный липкий пот. Он жалуется на невероятные боли в животе, в нижнем отделе грудной клетки. Какие бы вы предприняли действия, чтобы оказать ему первую помощь? Во-первых, я не специалист, раз, а потом, может, у него перелом позвоночника. Может быть, совершенно верно. Поэтому его трогать нельзя, из машины вытаскивать. Скорую помощь вызвали бы? Естественно. Это первым делом. По какому номеру? 100-го, 112. Правильно, 112 либо 103. Скорее всего, водитель получил тупую травму живота, закрытую травму грудной клетки. Вероятнее всего, у него развивается какое-то внутреннее кровотечение. При таком виде травмы, скорее всего, повреждение позвоночника не происходит. И первое, что нужно придать такому водителю, это противошоковое положение. Вот у него внутреннее кровотечение. Человек теряет большое количество крови, которое изливается внутрь его полостей, внутрь тканей организма. Этого я не знаю. Человеку необходимо придать горизонтальное положение и приподнять ему ножной конец, для того, чтобы обеспечить максимально возможный венозный возврат, приток крови, к голове, к сердцу и к головному мозгу.